Памятник первому секретарю башкирского обкома КПСС Мидхату Шакирову появится в 2025 году. Об этом стало известно на неделе. Главе республики Радию Хабирову представили проект мемориала, отражающего заслуги политического деятеля, который руководил БССР почти 20 лет. Также в ходе рабочей поездки по столице Ради Хабиров ознакомился с ходом реконструкции сквера возле бывшего кинотеатра «Искра» и фонтана «Мальчик с Кураем». Эти объекты, к слову, станут единым маршрутом, соединяясь со строящимся дворцом борьбы. Обо всем по порядку в материале Эмили Басареева. Удивительное его отношение к чистоте, порядку. Требовательность и справедливость. Именно эти черты характера отличали Мидхата Шакирова. 18 лет во главе региона в качестве первого секретаря башкирского обкома КПСС. В 70-е и 80-е годы республика становится стройплощадкой всесоюзного уровня. Встав у руля республики, Шакиров большое внимание уделял кадрам. Как они работали кадрами, женскими кадрами. Там обязательно должно было быть там секретари райкома. Трое было, из них одна обязательно должна быть женщина. Идеологам они всегда ставили женщин, да. Райком же приходит и женщины, всякими другими вопросами. Если одни мужчины, секретари, женщина же не откроется перед мужчиной, понимаете? На неделе главе республики представили проект памятника Мидхату Шакирову. Местом встречи стал сквер, который носит имя политика. 4 года назад его благоустроили, появилось освещение, были высажены крупномеры. Ради Хабиров пообщался с ветеранами, которые работали вместе с Шакировым, и отметил, что памятник появится в 2025 году. И памятник эпохи, и памятник людям, которые в то время формировали Башкортостан, вот, подарили нам его, Башкортостан, такую Уфу. Вот. Ну и Мидхат Закирович все-таки 18 лет был руководителем республики, и вопрос даже можно быть и 50 лет ничего не делать, а он очень много сделал. Поэтому вот, это не только моя инициатива, хотя я тоже каждый раз смотрел, что такому человеку у нас памятника нет. Это важно, это же, знаете, мы вот соединяем наше прошлое и настоящее. Без прошлого сложновато и людям объяснять, и детей воспитывать. Поэтому вот здесь вот мы постараемся, и получится и красивое место здесь, и памятник сделаем. Сам памятник Мидхату Шакирову по плану появится на улице Коммунистической, рядом со сквером. На площадке по максимуму сохранят зеленые насаждения, а в строительстве будут использовать натуральный камень. Стиль памятника и стиль вот этих портиков, он уже заявлен как стиль постконструктивизма, который поддерживает архитектуру вот этого памятника, объекта культурного наследия. Это так называемый дом старых большевиков. Предлагаем изменить характер проезжей части, которая сегодня окружает вот эту площадку. Она сегодня трехполосная. Мы ее хотим сделать двухполосной и исключить сквозное движение. В скором времени будет не узнать площадку перед бывшим кинотеатром «Искра». Здесь уже появилась брусчатка в форме башкирского орнамента, а фонтан «Мальчик с Кураем» обновится полностью. Сохранится только сама фигура, а вот чашу и все инженерные коммуникации делают заново. На этапе демонтажа обратили внимание, что у нас по проекту она должна была остаться. Старая чаша фонтана. Мы должны были забетонировать только 3 метра по краю чаши фонтана, увеличить ее. Но когда начали демонтаж выполнять, мы поняли, что старая чаша изношена сильно. Южная часть бульвара Саидгалиева станет пешеходной. Транспортный поток будет перенаправлен по северной стороне. А вот вместо пустыря за кинотеатром появился сквер, получивший название «Музыкальный». Уже проложены дорожки, установлено освещение. Есть зеленые насаждения, к которым проложена система автополива. Здесь будут установлены спортивные площадки, детские площадки, воркауты, музыкальные клумбы. То есть наших горожан ждет сюрприз. А окончательный монтаж у нас планируется до 10 августа всех малых архитектурных форм. То есть ко дню города мы приведем этот сквер в порядок. Обновленный фонтан и сквер «Музыкальный» войдут в единый маршрут, ведущий к строящемуся дворцу борьбы. Работы здесь вышли на финальную стадию. Они идут практически круглосуточно. Почти 60 колонн уже облицевали мрамором. Объект будет состоять из спорткомплекса и школы борьбы. Будет несколько залов. Самый большой рассчитан на 3500 зрителей. Также будут работать медико-восстановительный центр, спа-комплекс, бассейн и гостиница для спортсменов. Дворец борьбы рассчитан на проведение как республиканских, так и международных соревнований.
соревнований. Идея какая была Дворца борьбы? Мы не готовили здесь какую-то элитарную историю, чтобы здесь каждый квадратный метр ребенок был. Мальчик, девочка, мама, папа. Там вот здесь вот большая спортивная арена открытая. Здесь с колясками гулять. Все будет причесано, проведено. Это будет так культурный, досуговый центр. Я неоднократно сам лично с федерациями со всеми разговаривал. Конечно, здесь Федерация спортивной борьбы основные нам предложения сделала, но мы сюда запускаем и дзюдо, мы запускаем куреш. Вот здесь вот будет база вольной борьбы, самбо, поэтому это такая серьезная история. Дворец борьбы распахнет свои двери в день юбилея Уфы 31 августа, а уже осенью станет главной площадкой проведения международного форума «Россия – спортивная держава», и столица Башкортостана превратится в спортивную столицу страны. Эмиль Басарев, Руслан Батыргариев, Анастасия Эльчебаева и Булат Садриев. Итоги недели.